На общественное обсуждение вынесен проект стратегии совершенствования избирательного законодательства на 2018-2020 годы. Предлагаемая стратегия совершенствования законодательства Кыргызской Республики о выборах на 2018-2020 годы представляет собой всесторонний комплексный выбор целей и путей их достижения, документ, где сформулированы основные цели и направления деятельности, мероприятия, включающие помимо необходимых изменений законодательства, также и отдельные практические меры, а также индикаторы достижения целей на планируемый период. Стратегия разработана рабочей группой при президенте Кыргызской Республики по совершенствованию выборного законодательства на основе широких публичных общественных обсуждений во всех регионах Кыргызской Республики. Члены рабочей группы по разработке документа рассказали о ключевых пунктах. Отправной точкой при разработке стратегии явилась идентификация проблем, подлежащих решению, препятствующих обеспечению равного и беспрепятственного доступа граждан Кыргызской Республики к реализации своих конституционных прав избирать и быть избранными, а также созданию условий гражданам для свободного и осознанного волеизъявления. Проблемы были идентифицированы на основе анализа текущего выборного законодательства, сложившейся правоприменительной практики, анализа проведенных выборов всех уровней, а также на основании рекомендаций, содержащихся в отчетах, разработанных мониторинговыми миссиями гражданского общества международных организаций. Основная цель стратегии заключалась в том, чтобы совершенствовать избирательный процесс и совершенствовать избирательное законодательство. Вот на самом деле 5 стратегических целей, которые были определены рабочей группой, в соответствии с ними были разработаны задачи, планы действий, как их реализовать. Таким образом, вот сейчас все участники выборного процесса, начиная от Жогорку Кеңеша, Центральной избирательной комиссии, партии, даже те партии, которые вне стен парламента, участвуют в, так сказать, пошаговом процессе реализации этой стратегии. В настоящий момент в Жогорку Кеңеше находятся пакеты законопроектов по выборному законодательству, которые направлены на улучшение избирательных прав граждан, включая активное, пассивное избирательное право. Вот. И таким образом достаточно много сейчас изменений, которые в последующем на предстоящие парламентские выборы, там даже местные выборы, они в конечном итоге завершат и улучшат. Я думаю, что в Кыргызстане улучшится весь законодательный и правоприменительный механизм выборного процесса. Все те аспекты и моменты, которые были отражены в стратегии развития избирательного законодательства, сегодня находят отражение во всех законах, которые будут применяться при будущих выборах. Что изменится с принятием этих законов? Я бы хотела остановиться на нескольких ключевых моментах. Первый момент – это условия реализации активного и пассивного избирательного права. В области реализации активного и пассивного права предполагается большая работа со списками избирателей, которые в случае принятия и утверждения этого пакета законов президента перейдут от ГРС к Центральной избирательной комиссии. Помимо этого, большой комплекс мер предусмотрен по расширению, точнее даже не расширению, а соблюдению прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, по защите избирательных прав мигрантов, то есть это создание дополнительных условий для граждан, которые находятся за рубежом, путем образования избирательных участков на территориях представительских госорганов. В области пассивного избирательного права здесь идет большая работа, заложен большой комплекс норм, направленных на улучшение качества избираемых органов. То есть это повышение требований в части образования, введение обязательного высшего образования для кандидатов в депутаты Жогорку Кеңеша, среднеспециальное для кандидатов в депутаты местных кеңешей, предоставление ряда документов кандидатами на этапе выдвижения и регистрации, это декларация о доходах, сведения о судимости, сведения об имуществе себя, своих родственников, установление верхнего порога подписных листов, которые будут представлять кандидатов в президент. Вопросов, связанных с проверкой источников происхождения финансовых средств кандидатов. То есть это усиление функций контрольно-ревизионной группы.
Помимо этого заложен комплекс мер, направленных на недопущение махинаций, связанных с формой 2. Как мы знаем, в 2015 году очень много людей перемещалось из одних населенных пунктов в другие. И это было возможно, потому что это можно было сделать просто путем подачи заявления. Сейчас мы говорим, если вы хотите проголосовать по форме 2, поменять свой избирательный участок, то вы обязательно должны пройти идентификацию, то есть прийти на участок, как во время выборов, биометрические параметры лица, отпечатки пальцев, и только потом вы заполняете заявление. Также большой комплекс мер, связанных с регулированием вопросов информирования, агитаций, с политическими партиями, то есть порядок финансирования и проверка источников происхождения денежных средств. Норма об обязательном квотировании 30% мест за женщинами в аилных кенешах, потому что это та уязвимая группа, которая должна быть представлена. Без женщин социальные вопросы, они перестали подниматься на уровне аильных кенешей. И также введение единых дней голосования. Также нужно отметить, что разработка этого документа сопровождалась очень широким, открытым участием и обсуждением всех тех предложений, которые поступали из разных сторон. Неоднократно проводился общественный диалог, и предложения от участников диалога обязательно тщательно изучались, учитывались и были интегрированы в итоговый документ. Кроме того, при разработке данного документа был сделан достаточно хороший, объективный, критический анализ текущей ситуации. Были выявлены те проблемы, вызовы, которые сегодня стоят перед избирательным законодательством и избирательной системой. И, на мой взгляд, это достаточно такое, действительно качественная была сделана оценка, без прикрас, признание, с одной стороны, достижений, которые есть у Кыргызстана в этом направлении, а с другой стороны, было очень ясное понимание того, какие сегодня есть недостатки и что для этого, соответственно, необходимо сделать. Стратегия развития избирательного процесса должна повлиять в скором будущем в положительном аспекте, так как там отражены именно основные упущения законодательным органам при принятии законов еще с 2011 года. Поэтому наша стратегия, я считаю, выработанная нашей рабочей группой, она отразила все проблемы, которые были ранее, которые были в нашей практике. Мы это вместе совместно и с общественными наблюдателями, и с неправительственными организациями, и с депутатами Жоғарғы Кеңеша, и с избирателями нашими. Все эти моменты мы отразили в нашей стратегии. В улучшении систем избирательных прав для лиц с инвалидностью, над чем работали рабочая группа, там самым лучшим образом предложены, шаги, что нужно улучшать. Да? Здесь единственное, местные ведомства должны это осознать всеми фибрами души, насколько положительно отразится внедрение, вступление в силу этих правил в их жизни на самом деле. Ведь это касается не только людей с инвалидностью, там, начиная от парковки и заканчивая первичными удовлетворениями первичных потребностей граждан, там все отражено. И, конечно, что бы мы ни говорили, но доступность имеет значение. Если мы совсем уж не знаем, что делать, да, если мы читаем этот закон и мы не понимаем, что нужно улучшать, можно пригласить в качестве эксперта любого человека с инвалидностью. И просто простыми словами можно объяснить, чего не стоит делать. Давайте возьмем незрячих граждан, да? Доступ к информации не заканчивается Брайль-системой. Да? Когда мы, информацию переводим в масс-медиа, когда у нас есть аудиоматериалы, когда у нас есть титры, когда у нас есть информация во всех цифровых новшествах, она намного улучшает. В партнерстве с ЦИКом работаем по обеспечению инклюзивности выборов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. И в рамках, при разработке этой стратегии, мы направляли свои предложения в эту стратегию именно в части обеспечения равенства, недискриминации ЛОВЗ и обеспечения
их избирательных прав. С 2013 года в стране началась реформа избирательного процесса, законодательства. И большими усилиями вот к настоящему дню мы достигли достаточно больших результатов. Прошедшие парламентские выборы 15-го, местные 16-го, президентские 17-го годов практически показали процесс голосования достоверным, и у многих участников не стало вызывать сомнения по результатам голосования. Однако в то же время остались много нерешенных до конца сложностей, которые были на протяжении, я не знаю, со времен независимости Кыргызской республики. И поэтому была создана стратегия по совершенствованию избирательного законодательства и процесса. И на площадке рабочей группы была создана активное такое экспертное сообщество представителей государственных институтов, Центр избиркома, Джугурку Кенеша, были созданы диалоговые площадки. И вот по результатам общественных обсуждений нами были выработаны определенные, так сказать, задачи этой стратегии. Совершенствование избирательного законодательства – это, так сказать, гайд, руководство по реализации и улучшению избирательных прав. Там работали представители 6 парламентских фракций, внепарламентские партии, которые так и не в Джугурку Кенеше, экспертное сообщество НПО, и, соответственно, Центр избирком. Рабочая группа была сформирована указом президента Кыргызской республики. В состав рабочей группы вошли, в первую очередь, вошли представители политических партий, которые представлены в Джугурку Кенеше. То есть это лидер фракции, который сейчас есть в Джугурку Кенеше. Помимо этого вошли представители тех политических партий, которых нет в Джугурку Кенеше, Замандаш, Биримдек и так далее, представители Центральной избирательной комиссии, представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД. То есть представители каждого госоргана, который имеет то или иное отношение к избирательному процессу. Соответственно, это обязательно государственная регистрационная служба и эксперты, представители гражданского общества. Когда рабочая группа приступила к своей работе, первый вопрос был у нас ключевой. Реформируем мы ли избирательную систему в целом или все-таки совершенствуем то, что у нас есть? Учитывая то, что до предстоящих парламентских выборов оставалось 2 года, рабочая группа приняла решение, что это будет стратегия совершенствования законодательства о выборах. То есть она не направлена на реформирование существующей системы, она улучшает и укрепляет те позитивные изменения, которые были введены ранее. Мы выступаем за то, чтобы в будущем при проведении предстоящих выборов ни кандидаты, ни политические партии не могли использовать ни административный ресурс, ни возможность подкупа избирателей. Поэтому само ужесточение подкупа избирателей должно быть отражено в наших законах. Я думаю, что состав был очень качественно подобран. Мы хорошо сработали за это время и смогли действительно совместными усилиями разработать такой большой пакет законопроектов. На повестке у нас сейчас 2 других законопроекта, которые мы тоже в ближайшее время будем инициировать. Основными моментами, на которые наша группа и обратила внимание и сделала большой акцент, это жесткий список. Это сохранение не только при выдвижении кандидатов, и сохранение прав наших кандидатов после дня голосования. Второй момент – это сохранение гендерного равенства, так как в нашем избирательном законодательстве было много минусов, что было требование при выдвижении кандидатов по гендерному равенству, но после дня голосования, к сожалению, в законе о выборах депутатов местных кенешей это требование не сохранялось. И третий момент, это основной, я считаю, что изменение должно войти по борьбе с подкупом голосов наших избирателей. Если данные нормы, которые заложены в проектах законов, одобренных в первом чтении, они будут в окончательном виде приняты, то это поможет улучшить сам процесс
выборов, сделать его более прозрачным, финансирование в первую очередь прозрачным, и повысить доверие населения к выборному процессу. С момента, когда произошли президентские выборы, были созданы рабочая группа, куда входили лица с инвалидностью. И вместе с этим, в момент подготовки к президентским выборам, были учтены на будущее дополнительные возможности о том, что лица с инвалидностью могут быть не только наблюдателями, а мы должны еще готовить человеческие ресурсы с более глубокими знаниями для того, чтобы мы не только наблюдали, но и непосредственно принимали участие в рабочей группе. Рабочая группа сильная. У нас слабость в том, что бы мы ни писали, не рекомендовали, мы, начиная с ЦИКа и заканчивая членами рабочей группы, мы не те лица, которые принимают решения, понимаете? Это гражданский активизм. И рабочая группа носит рекомендательный характер. Да? Пока мы не находимся в той позиции, где принимают решения, мы будем всегда лишь членами рабочей группы и будем голосом, который говорит, что нужно улучшить. Это и хорошо, и плохо. Раньше мы говорили, нам нужен голос. Сейчас есть голос, но нет силы. Нет силы, нет воли. Да? А значит, нам нужно уповать на сознательность граждан, которые принимают решения. Появление такого стратегического документа является очень значимым шагом со стороны государства. И отличием является то, что при подготовке данного документа были вовлечены все заинтересованные стороны, начиная с того, что в сам состав рабочей группы, которая разрабатывала данный документ, входят и представители всех ведущих политических партий, как парламентских, так и непарламентских партий, представители всех структур государства, аппарата президента, аппарата правительства, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, ГРС и так далее. Да, были представители органов местного самоуправления и представители гражданского общества, которые непосредственно вовлечены в процесс поддержки проведения демократических выборов. Вот если Жогорку Кенеш сможет внести изменения во втором чтении, я думаю, в июне, в сентябре, для многих граждан уже будут четкие и ясные правила, которые будут на парламентских выборах. Они, конечно, касаются во многом избирательных прав граждан. Улучшился механизм реализации права избирать, и, соответственно, улучшится механизм быть избранными. В настоящий момент что происходит с нашими избирательными правами? С одной стороны, мы хотели учитывать интересы граждан, да? Но когда мы разрабатывали эти законы, получилось так, чтобы дать эту возможность, мы как бы запретили, да? Мы сначала создали отдельную группу, расписали, что должно быть для них, а чтобы это сделать, еще нужно придумать. И таким образом всегда уязвимые группы, пожилые граждане, женщины и люди с инвалидностью проходят одной гражданской полосой. Если мы говорим о равных правах, тогда давайте воспринимать и делать все на равных позициях. Да? Мы к этому пока не пришли. Поэтому конвенция – это наша конституция, и конвенция – это основной закон, на который нужно опираться. Но насколько он хорош, сейчас нам стоит дождаться, и потом мы знаем с вами, что премьер-министр подписал, значит, указ о создании рабочей группы по принятию комплексной ратификации конвенции. Я увидела там в списке наших гражданских активистов и членов неправительственных организаций, которые также входят в рабочую группу. И это очень важно. Ну, посмотрим. Практически все наши рекомендации были учтены рабочей группой, а именно в чем? Это обеспечение физической доступности избирательных участков, это обеспечение среды, доступной среды для голосования лицами с ограниченными возможностями здоровья для ЛОВЗ.
Это были предложения в части, касающиеся информирования и агитации. То есть носятся специальные, то есть в стратегии были предусмотрены специальные мероприятия по обеспечению информирования и агитации ЛОВЗ. До тех пор, пока мы не реформируем, не сделаем политические партии как одним из лучших институтов продвижения демократии и управления страны, то, мне кажется, мы будем долго находиться вот на этом этапе. Впервые в подобного рода документах появились вопросы относительно того, что у нас недостаточно обеспечено гендерное представительство в выборных органах власти. Если на уровне парламента и городских кенешей уже на предыдущем этапе законодателями и гражданским обществом обсуждались вопросы необходимости обеспечения представленности женщин и были внедрены гендерные квоты, то, например, для уровня аильных кенешей такого обсуждения не было, и таких квот пока в законодательстве не было. И вот данная стратегия, она как раз-таки обратила специальное внимание на эту проблему. Было признано, что это недопустимо, да, что в аильных кенешах, которые сегодня являются самыми многочисленными именно органами местного самоуправления, фактически там сегодня только в среднем около 10% женщин в составе депутатов. И каждый пятый сегодня аильный кенеш вообще не имеет ни одной женщины-депутата в своем составе, да, хотя женщины составляют половину избирателей стране. И в стратегии как бы данной проблеме было уделено отдельное внимание, была сформулирована отдельная задача о том, что необходимо разработать и внедрить норму гарантированного обеспечения минимального 30% представительства женщин в составах аильных кенешей. И одним из механизмов как раз-таки было предложено рассмотреть вариант резервирования 30% мандатов для женщин в составах аильных кенешей. Опыт уже показал 2015 год, 2016 год и 2017 год, что общественность и все наше общество, оно стало верить именно по счету голосов. То есть никаких манипуляций, никаких подтасовок на избирательных участках в данное время не может произойти. Поэтому я считаю, что те процессы, которые происходили до внедрения вот этих новшеств, они были основой для недоверия всего избирательного процесса. И введение электронного подсчета, введение именно для формирования списка избирателей сдачи биометрических данных, это приводит к открытости и, скажем, прозрачности всего избирательного процесса и доверия народа к нашей власти, что наша власть сегодня может провести честные выборы, и оппозиционные силы, какие-то системные, несистемные оппозиционные силы имеют возможность на сегодняшний день честным, скажем, прямым своим трудом через своих избирателей прийти во власть.